Из миграционной службы проверка документов. Комитет «Гражданское содействие» был образован в 89-90 году. В 90-м году он уже был учрежден официально. Это первая в России организация, которая взяла на себя обязанность помогать беженцам, прежде всего, внутриперемещенным лицам, лицам без гражданства. Ну и вот лет 5 назад к этим категориям присоединились еще и трудовые мигранты. Сначала мы считали, что помогать следует вынужденным мигрантам, потому что у трудовых мигрантов есть родина, куда они могут вернуться. Но вот несколько лет назад мы приняли решение, что нужно помогать и им тоже, потому что их права чудовищным образом нарушаются, и потому что фактически это тоже вынужденная миграция. К нам приезжают люди не от хорошей жизни, а потому что у себя на родине они не могут прокормить свои семьи. Помощь наша, прежде всего, это помощь консультационная. Мы разъясняем людям, какие у них есть права, на что они могут рассчитывать, что делать обязаны они и что обязаны, ну, если речь идет о трудовых мигрантах, делать работодатели и, конечно, государство. К сожалению, работодатели, как правило, не делают того, что они обязаны, а обязаны они брать людей официально на работу, и обязаны они заключать с ними договор, и тогда трудовой мигрант защищен. Но за годы, с 2002 года в основном, когда было принято новое законодательство об иностранных гражданах, взять иностранца на работу стало так сложно, что фактически никто официально их на работу не оформлял. И за это время выросла целая армия людей, которые работают нелегально, и которые фактически снабжают и недобросовестного работодателя бесплатной рабочей силой, и этот работодатель предпочитает не оформлять их официально, а оплачивать услуги, так сказать, в кавычках, и сотрудников полиции, и чиновников. И выросла огромная коррупция, конечно, на всем этом, но тем не менее отказаться от этих сверхприбылей, которые дают трудовые мигранты, нелегально работающие, которых можно в любой момент выкинуть вон, которым можно ничего не платить или платить гораздо меньше, чем договорились, отказаться от этого люди не хотят. Если есть основания, если возможность, есть доказательная база для того, чтобы обратиться в суд в защиту трудового мигранта, но мы это делаем. И для того, чтобы такая возможность была, нужно, чтобы сам мигрант об этом думал. Нужно, чтобы он помнил о том, что ему нужен трудовой договор, а если уж такого договора нет и работодатель никак не хочет его заключить, ему нужно иметь фотографии с места работы, вести журнал, в котором бы отмечалось, когда и насколько он пришел на работу. Ну и всякие другие собирать доказательства этого. Например, очень многие фирмы выдают форму специальную, значит, вот в этой форме тоже нужно фотографироваться, свидетельские показания нужно иметь и так далее. Трудовые мигранты часто оказываются жертвами сфальсифицированных уголовных дел. И кроме сфальсифицированных уголовных дел еще и они становятся жертвами наших националистов. Ну, это в любом случае, естественно. И если это сотрудники полиции или вот такие вот экстремисты наши собственного производства, то тут националистический элемент фактически всегда имеет место. И в таком случае мы выступаем как сторона в уголовном деле, приглашая таким людям адвокатов и потерпевшим, если это потерпевшие от преследований и от таких экстремистских акций, и защищаем в уголовных процессах обвиняемых, если у нас есть твердое убеждение, что обвинение сфальсифицировано. Ситуация сложилась скверная, потому что выросла огромная армия нелегальных мигрантов, нелегально работающих мигрантов.
И это не их вина, потому что совершенно очевидно, что именно мигрант заинтересован в том, чтобы работать законно, чтобы иметь все необходимые документы. И если речь идет о налогах, конечно, он заинтересован в том, чтобы платить эти налоги, потому что это выводит его из тени и делает его законным жителем Российской Федерации на то время, пока он работает. К сожалению, вот очень часто этого не хотят делать ни чиновники, ни работодатели, ни сотрудники полиции. И все кормятся с этого несчастного мигранта. Вот это ситуация, которая сложилась, с которой очень трудно бороться. Однако я хотела бы отметить, что вот уже второй год, как действует закон о патентах, и большое число людей вышло из тени благодаря этому закону. Это очень важно знать. Конечно, в Москве патент в месяц стоит 4000, это не маленькие деньги, но это, так сказать, авансовый налоговый платеж, и мне кажется, что разумно его платить. И очень большая шла борьба за то, чтобы этот закон о патентах, патенты для кого? Патенты для тех, кто без визы въезжает в Российскую Федерацию, то есть для тех 9 граждан, для тех граждан 9 бывших советских республик, с которыми у нас безвизовый въезд. И они могут прийти оформить патент. Шла большая борьба за то, чтобы патенты не квотировались. И эта борьба была выиграна. Мы тут выступали заодно с бизнесом. И мне кажется, что это была большая победа, потому что, собственно, кто заинтересован в том, чтобы были квоты? Понятно, кто. В этом заинтересован коррумпированный чиновник. Потому что если есть квоты, то им торгуют. А если человек может пойти оформить патент и спокойно при этом заключать договор и работать на основании этого патента, то платить чиновнику он не будет, потому что нет к этому оснований. Ну вот, очень хорошо, что этот закон был принят. Я бы еще, конечно, расширила его и на другие категории иммигрантов. Но вот то, что есть, и это уже неплохо. Это, конечно, дает возможность людям законно работать и чувствовать себя достойными жителями России. Мигранту нужно знать, что он должен находиться в правовом поле. И он должен настойчиво этого добиваться. Он не должен идти работать к работодателю, который отказывается заключать с ним договор. Ну, это очень трудно, конечно, оказывать такое сопротивление создавшейся системе. Но если мы хотим ее поломать, то это можно сделать только таким способом. К сожалению, очень часто мигрантов привозят их же собственные земляки, договариваются с работодателями и буквально сдают их в рабство. И человек оказывается абсолютно без всяких прав. Это можно назвать рабским трудом. Это, между прочим, тоже можно оспаривать в суде и даже обращаться в Европейский суд. Потому что, хотя в большинстве случаев, хотя бывают и исключения, человека не держат в заперти, хотя бывают случаи, когда и держат в заперти, но, как правило, забирают документы. А когда забирают паспорт, то понятно, что человек становится абсолютно беспомощным, к сожалению. И идти жаловаться ему некуда, потому что сотрудник милиции, скорее всего, или полиция, извините, откажется ему помогать. Вот очень важно, чтобы человек находился в законном поле, в правовом поле. И если это не так, то он, конечно, совершенно беспомощен, и с ним можно делать все, что угодно. Можно грабить, заставлять работать за гроши, или вообще ему не платить после того, как он отработал много-много месяцев. И это постоянно происходит, и мы с этим сталкиваемся. И, к сожалению, часто единственное, что мы можем сделать, это позвонить этому работодателю, сказать: ай-яй-яй, как тебе не стыдно. Ну и в хороших случаях он отдает, по крайней мере, часть денег. И тогда уже мы считаем, что мы чего-то добились. Но, понимаете, если человек сам не готов сопротивляться, то помочь ему очень трудно. Воспитать работодателя – это хорошая идея, только, я думаю, едва ли осуществимая. Потому что работодатель уже воспитан. Как я уже сказала, работодатель, к сожалению, воспитан годами, в которой создавалась вот эта вот система рабского труда. И перевоспитать работодателя может только правильно построенное законодательство. Ну, я уже сказала, что некоторые шаги к этому делались, но мне кажется, что эти шаги недостаточны. Для того, чтобы работник повлиял на работодателя, это должен быть очень-очень ценный работник, которого трудно заменить. А, к сожалению,
когда речь идет вот о людях, которые работают в сфере обслуживания, которые работают дворниками, за этим учреждением, где они работают, еще целая армия желающих поступить на их место. И вот это, к сожалению, та беда, с которой мы постоянно сталкиваемся и которая мешает нам, конечно, добиваться, чтобы права трудовых мигрантов соблюдались. Проблемы с обучением детей. Вот приезжает трудовой мигрант, приводит семью, и он имеет на это право. Если у него договор, даже есть законно оформленный договор или патент на долгое время, он может жить здесь с семьей, с детьми. Детей этих должны учить. У нас есть 43-я статья Конституции, которую тоже неплохо бы знать мигрантам, которая говорит о том, что каждый, находящийся на территории Российской Федерации, имеется в виду, ребенок имеет право учиться. Но вот у нас Конституция прямого действия, и, казалось бы, больше ничего и не надо говорить. Однако строится много препон, и даже, вот, к сожалению, Министерство образования присоединяется к этому, и от детей, которые здесь находятся, требуют, чтобы они регистрировались, чтобы они были обязательно зарегистрированы. Закон этого не требует, это тоже надо понимать. У нас есть такой замечательный случай, у нас есть водитель, бывший трудовой мигрант, сейчас, правда, у него временное убежище из-за того, что там начались преследования на его родине. Вдруг кто-то сообразил, что он, оказывается, опасный человек для главы государства. Ну, это совершенно абсурдная ситуация. В общем, Россия отказалась его выдать, он имеет временное убежище, он живет здесь с семьей, и его детей не брали в школу. Вот учительница из поселка, где он живет, увидела этих детишек, спросила, почему они не в школе. Они сказали, что они не знают, отвели к маме их. Мама сказала, что они обращались в школу их не приняли. Эта учительница, такой общественно активный человек, настоящая гражданка своего государства, она добилась того, что детей взяли в школу. Вот я хочу, почему этот пример привести, потому что очень часто говорят, что вот они заполонили наши школы, и с ними невозможно учиться рядом. Так вот, буквально через несколько месяцев в школе проводилось тестирование, и дочь этого нашего водителя заняла второе место, так сказать. Она по количеству баллов была второй в школе, первоклассница. Ну, вот он расстраивался, что мальчик оказался где-то в середине. Но дети вовсе не оказались отстающими. Она сейчас очень хорошо учится, эта девочка, и брата подтягивает, как это бывает. То есть эти мигранты часто оказываются вполне способны учиться рядом с нашими детьми. А если это не так, ну что же, есть западные методики, можно поучиться, как какое-то время преподавать им русский язык как иностранный, а потом перевести на русский как родной, потому что дети язык осваивают очень-очень быстро. У нас почему-то в головах у наших чиновников периодически возникает идея, что каких-то детей из-за отсутствия регистрации не надо брать в школы. Первый раз это 96-й год, речь шла о наших гражданах из Чечни, когда Лужков ввел в правила регистрации такой пункт, по которому в школы брались дети только родителей, которые здесь были зарегистрированы в Москве. Мы судились с Лужковым, который утверждает, что он ни разу не проиграл ни одного суда. Мы трижды с ним судились, все 3 раза выиграли. Но все-таки есть Конституция. Ну нельзя же, судья не может сказать, что 43-я статья Конституции это ниже, чем приказ или распоряжение Лужкова. И этот пункт был отменен. Но суд у нас ведь это очень долгая история, и мы выиграли только в 2000 году. Но выиграли. В 2012 году появился приказ Министерства образования снова с этой идеей. Мы обратились в Министерство образования, напомнили, что вот уже один раз это было в Москве и что это не совсем законно. Тогда Игорь Маренко, заместитель министра образования, участвовал в нашем круглом столе и через день после этого круглого стола дал разъяснение, где говорилось, что речь идет не о том, что детей совсем не надо брать в школу, а нужно в приоритетном порядке брать детей из окрестных домов, что, на мой взгляд, справедливо, правильно. А потом уже искать место для детей приезжих. Ну, почему бы не так? Это, наверное, так и правильно делать. И вот в 2014 году снова появляется приказ номер 32, и с ним снова та же самая идея. Мы снова обращаемся, и снова у нас потоки заявителей, снова потоки заявлений, в которых
нам говорят наши подопечные, что их детей не берут в школу. И мы снова обращаемся в Министерство образования, но Министерство образования категорически уперлось и говорит, что нет. Вот приказ действует, и пусть действует. Тогда мы нашли заявительницу, вот мы нашли вот такую вот заявительницу, сирийскую девочку, от имени которой мы обратились в Верховный суд, обжалуя этот приказ и требуя признать его незаконным и неприменимым с момента издания. Надо сказать, что за эти годы изменилась ситуация, изменилась позиция Верховного суда. Раньше Верховный суд принимал от общественных организаций заявления в интересах неопределенной группы. То есть мы могли просто обжаловать этот приказ, а не от имени конкретного лица. Но потом Верховный суд сказал, что это нельзя, и нужно искать вот жертву. Вот у нас была такая жертва. И подали заявление, жалобу в Верховный суд. Верховный суд рассматривал эту жалобу. Выступал представитель Министерства образования и сообщил нам радостно, что этого не сказано в приказе. Что в приказе как раз тоже говорится о приоритете, а дети приезжих могут подавать заявление только, чтобы их свидетельство о рождении подтверждало их связь с родителями. Наше возражение было очень простое. Друзья, но все-таки Министерство образования. Вы скажите так, чтобы людям понятно было. Но сформулируйте свой приказ так, чтобы было понятно. Вас поняли органы образования на местах, директора школ, иммиграционная служба тоже поняли так, что без регистрации детей в школу принимать нельзя. А вы говорите, что это не сказано в приказе. Почему вы уперлись как подростки и не хотите сформулировать так, чтобы все было ясно? Нет, они категорически этого делать не хотели. И в результате Верховный суд принял такое, я бы сказала, оригинальное решение. Постановление было такое. Нам отказано в удовлетворении нашей жалобы, то есть в признании незаконным этого приказа. Однако Верховный суд разъясняет вместо Министерства образования, Верховный суд разъясняет, что детей в школу принимать надо, и что 43-я статья работает, действует в Конституции. У нас Конституция прямого действия. Что сказано в 43-й статье, то и делать надо. И другого выхода, мне кажется, у Верховного суда не было. Уж Верховный суд не может, как один судья мне сказал, вы мне надоели с вашей Конституцией. Но это услышать в Верховном суде было бы странно. Так что нам так не сказали. В результате мы ходим по школам вот с этим вот решением Верховного суда и показываем директорам, вот видите, что здесь написано. И, в общем, это более-менее помогает. Хотя есть другая проблема. У нас теперь просто записаться в школу нельзя, а можно через этот самый знаменитый портал услуг в интернете. А там требуется указать место регистрации. И вот что с этим делать? Мы предлагаем написать туда просто адрес, но оно тогда не съедает, так сказать, не проскакивает это заявление. И тут возникают, конечно, проблемы. И вот это вот отношение и Верховного суда, и Министерства образования, и вот чиновников, это ханжеское отношение. Говорят, да, мы соблюдаем Конституцию, а на самом деле это неправда. Борьба продолжается. Эта проблема более серьезно стоит, на самом деле, в законодательном отношении, потому что, к сожалению, в Конституции не сказано, что каждый имеет право получать медицинское обслуживание, в отличие от советского времени. Но, тем не менее, экстренную помощь оказывать должны, причем оказывать должны полноценно, а не говорить, что мы вам берем на 3 дня, и через 3 дня мы вас выкидываем. Если за эти 3 дня сохраняется опасность для жизни, человека должны держать столько, сколько надо. Это тоже надо понимать. Однако мы сталкивались с тем, что 2 таджиков, которые попали в автомобильную аварию, причем они были пешеходами, их сбила машина, и они оба были очень серьезно ранены, были выкинуты из больницы очень быстро, им не сделали необходимого операции, необходимого лечения не дали. И вообще никто не рассматривал, полиция не рассматривала серьезно этот случай, потому что на самом деле, если они пострадали по вине водителя, то водитель должен был бы заплатить за их лечение. Но ничего сделано не было, никто не хотел рассматривать серьезно это дело. И это, конечно, очень грустно. И тоже люди должны знать свои права,
а вместо этого бегут у знакомых собирать деньги, чтобы хотя бы продержали те 5 дней, которые больница держать согласна. Националисты у нас появились, уже давно появились, в общем, такие фашистующие элементы, которые стреляют и убивают, и нападают с ножом на мигрантов. И это, конечно, позор для России, но нужно понимать, что это бывает, и нужно быть готовым каким-то образом себя защитить. И бывает довольно часто, когда вот девушка обращается в полицию, говорит, вот у меня только что отобрали телефон, и первый попавшийся на улице мигрант становится, так сказать, жертвой сфальсифицированного дела против него уголовного. Сажают, она не помнит, она помнит, что он был брюнет, сажают 2 блондинов и этого пойманного на улице брюнета, она его опознает, и человека обвиняют, хотя никаких серьезных доказательств нет. Потом, даже часто опомнившись, жертва говорит, что нет, это был не он, я ошиблась, но уже поздно, и человек оказывается осужденным за преступление, которого он не совершал. Сейчас еще дополнительная появилась опасность. Она состоит в том, что всех подозревают в участии в ИГИЛ, и тут очень много тоже очень очевидно сфабрикованных дел по мусульманскому экстремизму. Ну, то есть, что можно посоветовать трудовым мигрантам? Можно посоветовать ехать работать в другую страну. Но, наверное, это довольно бессмысленный совет, потому что, во-первых, у нас безвизовый въезд, а куда еще так просто приедешь, а во-вторых, у нас все-таки есть вакансии. Почему едут в Москву, в Петербург? Потому что здесь есть рынок труда. И так или иначе люди сюда ехать будут. И как бы воспитывать наше население? Вот это вопрос очень сложный на сегодняшний день. Потому что это вопрос государственный, а государство нас не поддерживает. Государственные деятели крупные постоянно сами произносят антимигрантские речи, говорят об ужесточении законодательства, хотя куда его ужесточать. И все знают, главное, что ужесточение законодательства никогда не приводит к уменьшению преступности. Вот все знают, например, что страны, в которых отменили смертную казнь, совсем не получили в результате увеличения преступности. Но вот, тем не менее, очень многие держатся за смертную казнь и держатся за эти жестокие меры, хотя всем уже известно, что это не то, что приводит к успеху. К сожалению, действительно, правоохранительные органы и молодежь – это 2 группы риска в отношении национализма и ксенофобии. И это 2 категории, среди которых нужно проводить постоянную работу. И если государство этого не делает, то, как и в любой другой стране, этот вирус распространяется в этих 2 основных группах, в основных группах риска. И полиция очень часто относится к мигрантам как к людям даже не то что 2-го, а к 10-го сорта, и у них не хотят брать заявления, и они сами уже не идут в полицию, потому что они боятся, что их встретит не помощь, а совсем наоборот продолжение преследования. И так оно и бывает. Так оно и бывает. У нас есть случаи, когда мигранты, на которых напали националисты на железнодорожной платформе, вызвали полицию, и один из нападавших сказал: давай, там наши ребята. И действительно оказались наши ребята, и виноватыми оказались мигранты. Мы участвовали в этом деле, рассматривалось уголовное дело, но оно кончилось все-таки обвинением мигрантов, хотя мы сделали максимум, пока они, по крайней мере, не получили срока реального лишения свободы. Но это, конечно, недостаточно. Совершенно ясно, что на них напали, и они же оказались виноватыми. Поэтому что тут можно делать? Нужен хороший адвокат в таких случаях. Мы стараемся помочь настолько, насколько можем, хотя силы у нас невелики. Управление миграцией через Министерство внутренних дел мне представляется неправильным. Ну, во-первых, проблема трудовой миграции – это одна проблема. Проблема нелегальной миграции, которая может быть отнесена к полиции и МВД – это нормально.
Трудовая миграция – это отдельная область права. Ну а дальше еще есть проблемы интеграции. Почему этим должно заниматься МВД? Есть проблемы гражданства. Институт гражданства, какое отношение он имеет к МВД. И самое главное, это, конечно, институт убежища. Для института убежища нужно отдельное ведомство. Я об этом абсолютно убеждена, как во всем мире, как в той же Франции, как в той же Германии. В Германии, где в Нюрнберге находится это министерство, в одном здании находится с управлением Верховного комиссара ООН по беженцам и работает именно по определению убежища. Во Франции есть, кроме первой инстанции, есть еще специальный суд, национальный суд по праву на убежище. Вообще такого права на убежище нет, есть право на обращение за убежищем. Но вот называется во Франции это так, по праву на убежище. Ну, понятно, как это работает. И вот во всех этих странах западных, где мне пришлось наблюдать, так сказать, систему убежища, во Франции, в Германии, в Норвегии, всюду это все-таки отдельные люди и отдельные ведомства, которые находятся в постоянном контакте с общественными организациями стран исхода. Вот я плохо себе представляю, что наши миграционщики могли бы обратиться к общественной организации Сирии или в общественной организации Узбекистана, чтобы узнать, какое там положение. Конечно, они работают с государствами, и это тоже неправильно. Единственное, что меня обнадеживает, это то, что начальником Глазго поставлена Ольга Вейна Кириллова, которая была руководителем управления Федеральной миграционной службы по городу Москве. И у нас с ней хороший контакт. Я просто знаю ее как человека гуманного и готова помогать. Вот это человек, который ментально настроен на помощь. И во всех частных конкретных случаях, когда я к ней обращалась, это находило понимание. И я, вот этим я довольна. Если это будет распространено на тех людей, которых она пригласит на работу или которые будут приглашены на работу, то, может быть, это не будет так страшно, как мы сейчас это себе представляем, и так деструктивно.